до сих пор играет у меня в ансамбле. Вот последний ученик Витя Тимофеев сейчас учится в академии в Минске. Вот он в прошлом году закончил. И вот до последнего он у меня был по классу ансамбля. И сейчас у меня продолжает заниматься ученик первого курса Арсен по фамилии Алексанян, который занимался у Валеры Шилова с 1 сентября 2017 года по классу саксофона. И так, в общем-то, получилось по просьбе завуча нашего училища. Этот ученик попал ко мне в класс. То есть Валерин ученик сейчас занимается у меня на первом курсе по классу саксофона. То есть это все идет продолжение. Сябра нашей семьи. Сябра по партии. И я ще хочу сказати, що коли я перший раз познайомилася з ним, було після 2006 року, після площі, він сидів тут у СІЗО. І Віктор Антонович, так само покойний, який доручив мені зустріти його з квітками. От. І я йшла, і насустріч мені йшов такий з усмішкою, щирий, такий, от, видать, був молодий, такий, якби задоволений, якби з курорту, можна сказати, коли чоловік такий сумленний йшов, сміявся, ми його зустріли, познайомилися, і він йшов без шнурків, воздимали там. Ну от, якби зустріли його, і він сказав, що сидів на 5 соток дали йому за площу, мабуть, там. От. Ну і з того часу ми почали вельми, так можна сказати, вельми тісно сябравати сім'ями. Так само приїжджав він жінки до нас, і от зав'язалося наше сябровство. Сябравали довго, він був вельми такий щирий, завжди грав у мужа на юбілеї, і у дочки на весіллі. І так, коли зберемося, завжди нам грав. А потім от був такий випадок 60 років назад, він приїхав, сказав, що, мабуть, у мене щось з головою, може пухлина, бо я відчуваю вельми болі голови. Геннадий Потоцкий, да? Вот. Перший раз я Валеру бачив, ну так, при таких цікавих обставинах, Валера виходить з тюрми, без шнурков, ну такой, с улыбочкой на лице, вот, сзади там стоят милицианты, там 6-7 человек поглядывают, вот. Ну, а мы, когда доведались, что Валера будет выходить, мы там, вырашили все-таки встретить его как, ну, чтобы он отчул, что, ну, на самом деле, про его думаю, что он не один, что вот есть. Вот. Мы там набыли памяти, по-моему, там бутылку шампанского, там несколько шоколад, такой, несколько такая встреча была. Вот первый я его рад убачил. Ну, светлый человек, видать, был светлый, он такой, память вот такая, улыбка такая, ухмылочка такая, он такой весь был. То есть он показывал, что он выше для тех, откуда он вышел. Вот те поглядывали сзади, стояли, но человек Валера показал, что он выше тебя, выше. Вот. Мы почали сябровать, мат мы где были, огульные справы у нас были. Такие цікавые, ну не буду я удокладнять, что там, вот, то с этим человеком, это правда, я бы мог пойти в ветку, потому что, ну, мы как бы, он проявлял тебя в таких ситуациях, вельми так, годно проявлял тебя, годно. Вы не колышитесь, вот, он а как тут и, скрипит, он как,
Он был шире, такой открытый белорус, он марил, он много марил, он как-то приезжает ко мне, каже, ведаешь, что хочу вот набыть участок там, хочу все-таки побудовать хату я. Захворів. Так само допомагали, возили його в Мінську Бравляни, зробили йому там першу операцію. Ну, слава Богу, якби все так добре було. 4 роки, от, мабуть. Ну, я, може, коли помиляюся там трохи. Потім через 1,5 роки у його знову почала боліти голова. І знову поставили йому пухлину ту. І, ну, коротше, почав знову хворіти, але він вельми тримався до останнього. І так само, от, коли лежав перед Новим годом в больниці, ми ходили кожен день до його. Ми бачили, що йому горше, але оптимізм він все одно питався говорити. І такий, что все равно поедет на площадь 25 соковика, как бы Марив про это стагодзе. Вот. И я думала, что он все-таки, ну, якби, ну, хвороба тут перемогла. И вот так здарилося, что Валера наш помер. В училище у меня я такую делал вещь. У меня была на каждой страничке по месяцам записаны и по курсам дни рождения студентов. Вы понимаете, мелочь, а приятно. Вот они заходят в училище, и списочек такой висит. Учащиеся преподавателя духовного отделения поздравляю с днем рождения того-то, того-то. И вот я до сих пор помню, что у него 10 января день рождения. Вы представляете, вот понятно, студенты 1-4 курс, тут преподаватели ходят, а заходишь, открываешь дверь, и такая, ну, можно назвать открытка, там цветочки были, и поздравления, мелочь, приятно. И вот я всегда помню, у меня по курсам, помню, написано, 3-й курс, там фамилии его коллег, с тем он учился, и 10 января день рождения. Кажуть, що він був таким сторонник демократичних, і він був чоловік демократичних поглядів. Да. Ну вот мы слышали, я лично слышал не однажды, что вот когда-то, что там когда-то было в Минске, где на площади там собирались палатки были, ну, мы как-то так к этому не то что ровно, но всегда заглядывали, что называется, что нам показывали по телевидению. Вот. И такое вот тоже было слышно, что как-то он там бывал, но только в качестве кого. Бывает такое, он там работал, может там мимо проходил, это же на площади, где дворец профсоюзов, и все, может быть, бывает такое, что идешь, смотришь, много людей, что такое, надо посмотреть. Так, чтобы вот так один на один, чтобы на эту тему он нам говорил, что по каким-то он, по своим внутренним каким-то причинам, что-то он там туда ходил, что-то говорил, ни разу не слышал, ну так, вскользь, так вот, кто-то тут, он там был. А так, чтобы так напрямую такие разговоры не затрагивали, потому что всегда, как я говорю, бемоли и диезы, музыка, она всегда перевешивала, поэтому вот насчет этого так, только так, отголоски какие-то. Ясно. Скажите, вот сам он музыку писал, чи он только был музыкант и наставник музыки? Я так думаю, что может какие-то, ну как, в общем-то, мы все преподаватели, какие-то, может быть, делать переложения других инструментов на свои ансамбли саксофоновые. Думаю, что это было, потому что у нас без этого, в общем-то, не получается. Что-то хочется такое исполнить интересное, а для этого состава или для этого инструмента, допустим, нету. Поэтому я думаю, что он это делал, в общем-то, так, как и мы все. А приходилось подпрацовывать, окромя основного своего занятку,
у музычным училище, музычной учебе? Могу только добавить по поводу вот того, что меня просили. Он когда учился, наверное, это был третий курс или четвертый, то что там 90 какой-то год, может 92-й. И помните, такие фильмы пошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон. И каждая серия, начиная там от собаки Бастервилли и заканчивая последним фильмом, когда шли титры, и звучала музыка, ну, будем называть ее увертюра к кинофильму Шерлок Холмс и доктор Ватсон. И так как, в общем-то, каждый из учащихся проходил такой предмет, как называется, инструментовка, вот, а этот фильм-то, тогда-то было интересно, то есть все эти фильмы мы смотрели, и, наверное, и не один раз. И в какой-то в один из моментов мы приходим на репетицию оркестра духового, и Валера дает нам всем ноты, и мы начинаем исполнять увертюру из этого кинофильма, или к этому кинофильму. Вот это, ну, то есть, это... Сучасный музыкант. Конечно, это же уже о многом говорит. Все партии расписаны, все идеально, точненько. И, там было каких-то таких парочку моментов, но это чисто такое по инструментовке, наложение грязь, там, секунды малые. После этого он все оформлял, потому что надо было. Вот. И очень жаль, что это теперь как-то именно вот эта музыка в его инструментовке, она где-то лежит, может быть, в библиотеке на полке, может быть, у кого-то. Потому что, в общем-то, я ни разу больше не слышал нигде, тем более это, так сказать, его инструментовка, аранжировка его. Гэта не замінала яму, яго погляды не заміналі яму у працы. Ну, вы Замі- кажаце, што вы не ведалі. Ведаеце, што я дакладна не ведаю гэты час, чамусьці, можа, праца, якой была занятая. Ведаю, што аднаго часу яму ў Барановичах не было працы. І ён ездзіў у Мінск на працу, мабыць, год там, сколькі, ну, можа, хто ведае болей дакладна, но я менавіта лічу, што гэта было тады, і менавіта ад плошчы, што яго знялі. За плошчу. За плошчу, так. І ён нейкі, можа, год, можа, больш, ён ездзіў у Мінск. Ездзіў летам у Еўпаторыю з сям'ёю, сям'я адпачывала, а ён там іграў, каб зарабіць нейкія грошы. Ён іграў у пераходах. Ён іграў, вот, прасіў, што дзекую працу, што як бы пракарміць сям'ю. Это пасля плошчы было? Так, это пасля плошчы. От 2006-го? Не, это 2010-го? 6-го. Про площу. І Валера мене тоді провів на тягник, посадив, я приїхав до хати. І про сутки, по-моєму, я вже працюючи у клубі, в інтернеті довідався, що площу розогнали. І штурман там брали, били людей, і якраз серед гэтых оборонців площі був і Валер Шилов. І його схопили, забрали його, повезли в Жодино, і в Жодино він отсидів 10 суток.
Вось, за... А в 11-м годзе? А ў яго якраз, я што яшчэ хочу абазначыць, што ён паехаў на плошчу, нягледзячы на тое, што ў яго якраз напярэдадні выбараў месяц ці два, як нарадзіўся сын. Толькі і жонка была з малым дзецем. А ён все равно паехаў на плошчу. І вось Валера быў такі ахвярны чалавек, што ён ахвяраваў сваім кроўным, блізкім дзеля бацькаўшчыны, дзеля народу. І калі мы даведаліся, што Валеру затрымалі і жонка тут адна, то я тады якраз звязаўся з Сергеем Говшаю, по Вітушці-Рыца быў якраз, пасадзілі яго таксама на суткі, вярнуўшыся. Каб неяк дапамагчы, то сабралі там грошы і завезлі Дзіне, жонцы, пакуль ён будзе ў турме, каб хоць неяк было на харчы там. А в 10-м годзе не сядзеў? У 10-м годзе я не ведаю, таму што я не удзельнічаў у 10-м годзе, я ў 10-м годзе быў усяго толькі назіральнікам на выбарчым участку. Але я ведаю, што у 14-м годзе, калі ў Киеве быў Майдан апошні, то Валера на сваім уласным аўтамабілі ездзіў 2 разы ў Киев на Майдан. Начаваў там. Вось такі ён быў чалавек. Патрыёт. Ну, гэта мала сказаць, што патрыёт. Ён быў чалавек ахвярны. Інтэлігент, па-першае, вельмі цярплівы чалавек. Ён не паказваў віду, і нават многія не ведалі, што ён цяжка хворы. Валера чалавек мужны. Так, гэта сапраўды мужны чалавек, мужны ва ўсіх адносінах. І ён усё сваё жыццё прысвяціў музыцы, выкладанню і навучанню, перадачы сваіх ведаў сваім вучням і змагаўся за дэмакратыю, каб Беларусь стала беларускай, а беларусы усвядомілі сябе беларусамі. І каб яны пачуваліся беларусы роўныя сярод роўных у сям'і еўрапейскіх народаў. Сподівались, что таки 4,5 года прошло после первой операции, мы все-таки сподівались, что все-таки минует, потому что, как правило, рецидив 2-3 года. А потом все-таки Валера сам сказал, что место опять не то. Мы его наведывали в шпитале, в Барановичах, и забирали его со шпиталя до хаты уже, это после когда он лежал. Это правда, человек, это редкий человек, это человек. Это интеллигентный человек, это человек, от музыки, это человек культуры, это человек шире таким. Нам будет не хапать этого Валеры, нам не будет хапать. К тем Барановичкам. Так целенаправленно и трудиться, учить. Во-первых, это, может быть, и не каждому дано. И жаль, конечно, до слез, что просто потеряли настоящего музыканта. И